120 лет исполняется со дня основания первой аптеки в Коми. В 1896 году по решению Земского собрания ее открыли в Усть-Сольске. Об истории нашей фармацевтики Анастасия Турнина. Валентина Митева, пожалуй, самый опытный фармацевт во всем Сыктывкаре. В профессии уже 40 лет. Занималась в этой профессии различной деятельностью, от приготовления до продажи, то есть все этапы нашей фармацевтической деятельности прошла. Небольшой музей аптечного отдела Коми расположен прямо в торговом зале. На витринах старинные весы, мерные стаканы, колбы, шприцы. Вот закаточная машинка для закупоривания флакончиков. Использовали ее в 40-х годах. А эта ступка для растирания лекарственного сырья служила еще в конце 19 века. Вот у нас сохранилась настойка валерианы, которая еще изготовлена в 1935 году. То есть до сих пор здесь еще есть даже настойка валерианы. То есть мы ее храним здесь и удивляемся, что еще до сих пор она не испарилась, ничего. И как она у нас талисман. Здесь тоже скляночка такая, тоже еще дореволюционная. То есть здесь экстракт какой-то содержался. Настойка йода, она уже с 40-х годов. Первая вольная, то есть для населения аптека, была в доме мещанина Суханова. Сейчас здание занимает МВД. Далее расположение менялось, но ее всегда можно было узнать по большим стеклянным баллонам. Из лекарств можно было приобрести мазь, йод, скипидар и касторку. Из косметических – пудру и одеколон. На таких весах аптекари маленькими гирями взвешивали порошки, пересыпали в склянки и заливали жидкостью. Кстати, некоторые приборы фармацевты используют и сейчас. Лекарства в Коми производят мелкими партиями и сегодня. На сегодняшний день это достаточно, так как сейчас уже можно сказать, что уже заводское производство заводское производство заменило уже все это. Наша промышленность уже справляется с тем, что достаточно этих медикаментов. Потому что стали уже растворы завода изготавливать, те, которые мы эти растворы-то производили. А так-то по индивидуальным рецептам у нас готовят и 115-117 аптека. Ассортимент современных аптек постоянно растет. Чтобы не зависеть от предпочтений частных аптек, в Коми существует собственная сеть государственных. Это не только обеспечивает население недорогими отечественными препаратами, но закрывает потребности небольших городов и райцентров. Сейчас предприятие ставит новые управленческие задачи. Также это создание правильной и грамотной ценовой политики, которая позволит увеличить валовый оборот компании. Создание справедливой цены, которая позволит изучить конкурентную среду. Также оптимизация и создание мотивационной структуры наших сотрудников предприятия. Ситуацию с обеспечением лекарств в муниципалитетах региона Сергей Гапликов контролирует лично. И эти рейды дают дополнительный эффект. Цены на определенные категории лекарств регулируются, а сбоев с ассортиментом почти не бывает. Анастасия Турнина, Олег Жуковский, телеканал Юрган.